Китай готовится ввести в действие новые правила в отношении религиозных практик и общественных мест уйгуров. Постановление предусматривает, что регион будет жить в соответствии с китайскими традициями от образования до архитектуры. Китай, который не выпал из повестки дня своими систематическими преследованиями мусульманского народа в Восточном Туркестане, готовится ввести новые правила для уйгуров в регионе, особенно для турок-мусульман. Согласно сообщению китайской глобальной пропагандистской сети Global Times, так называемый Постоянный народный комитет Синьцзяна в Восточном Туркестане решил усилить давление новым постановлением во имя предотвращения распространения организациями и отдельными лицами религиозного терроризма и экстремизма. Будут приняты меры, направленные против подрыва национального единства, нарушения общественного порядка и препятствования работы администрации, правосудию, образованию и других государственных систем во имя религии. В этом году, как и каждый год, Госдепартамент США поделился с общественностью докладом на тему «Страны, ограничивающие свободу вероисповедания». По словам представителей департамента, в этом году Китай вошел в число стран с наибольшим количеством ограничений на свободу вероисповедания. В соответствии с законом о свободе вероисповедания во всем мире, принятый Конгрессом Соединенных Штатов в 1998 году, Госдепартамент выявляет страны, которые серьезно ограничивают свободу вероисповедания в течение 25 лет и публикует специальный список в этой связи. В ежегодном докладе Госдепартамента США о правах человека и свободе вероисповедания говорится, что Китай совершил геноцид и преступления против человечности, особенно против турок-уйгуров. В докладе подчеркивается, что правительство Пекина препятствует религиозной свободе уйгурского народа и ограничивает ему религиозные культы и традиции. Китай ввел санкции против 5 оборонных компаний США за продажу оружия Тайваню. По мере приближения решающих президентских выборов на Тайване давление Китая на страну усиливается. 7 января 2024 года МИД КНР объявил, что Китай введет санкции против 5 американских военных производителей в ответ на недавние продажи американского оружия Тайваню. Игорная индустрия в Олесе и Сингапуре переживает заметный рост, поскольку увеличение числа китайских туристов увеличивает доходы. Смягчение визового режима и развитие воздушного сообщения сыграли важную роль в привлечении большого количества посетителей из Китая в обе страны. Гентинг Сингапур сообщила о росте финансовых результатов в середине года со значительным увеличением как выручки, так и скорректированного показателя EBITDA. Заявлено, что Израиль пытался вывести из эксплуатации больницу мучеников Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, нанося по ней удары с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, по меньшей мере 18 палестинцев были убиты в результате ночных нападений израильской армии на города в центральной и южной частях сектора Газа. Глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете «Ла Стампа» подчеркнул мысль о том, что Евросоюз, который снова вышел на первый план повестки по вторжению в Украину, должен создать собственную армию. Как сообщает Иерусалим Пост, Нетаньяху заявил, что планирует внести закон, согласно которому все министры, присутствующие на заседаниях Кабинета министров, будут проходить проверку на полиграфе. По сообщениям израильских СМИ, заседание Кабинета безопасности 4 января привело к жарким дискуссиям между несколькими министрами и военными представителями, особенно начальником Генштаба Герци Халеви.